Каждый день правоохранительные органы заводят десятки уголовных дел. Причем поводом для расследования могут служить не только реальные преступления, но порой и случайные стечения обстоятельств. Все мы знаем историю мужчины, который искал деньги на лекарства для детей и позже получил реальный срок в виде 5 лет лишения свободы за ограбление аптеки. Либо давайте же вспомним историю блогера, который написал пост, который вызвал бурное обсуждение между пользователями и выходцами разных областей Кыргызской республики. Мы можем заметить, что зачастую обычные граждане, которые не являются преступниками, могут получить реальный срок. Причем это зачастую из-за недостатка информации, из-за того, что человек просто не разбирается в юридических вопросах. Так что же это? Закон – это закрытый список и непонятные формулировки? А написание законов – это как создание шахматной задачи, где есть запрет и разрешение? Нет. Законы – прежде всего инструменты, которые делают нашу жизнь безопаснее и легче. Для того, чтобы законы помогали государству развиваться, их нужно постоянно обновлять и улучшать, внося поправки, отвечающие нуждам народа. Каждый законопроект должен обсуждаться и дорабатываться максимально публично. Ведь общественные обсуждения – это обязательная стадия разработки и принятия законов, в котором могут принять участие каждый из нас. Для этого необходимо зайти на сайт Кумталку, ознакомиться с законопроектом и оставить свои комментарии. Или написать разработчику напрямую по электронной почте. А также интересующий законопроект можно найти на официальном сайте госоргана-инициатора. Участвуя в разработке и общественном обсуждении законопроектов, вы делаете вклад в создание качественного и справедливого законодательства, которое будет защищать права и интересы каждого человека и тем самым повышать качество в жизни в нашей стране. Я знаю. Делюсь. Обсуждаю. А самое главное, я уважаю и применяю законы в своей жизни. Ведь Кыргызстан – это правовое государство.